участки, разграничьте их, я сказал, поставьте щиты для детских садов, для чего они там находятся, и чтобы это было видно. И никто их не трогал. Каждый, кто связан с распределением земельных участков, несет персональную ответственность. Об этом заявил глава Ингушетии на совещании в Магасе. Это человек, который своей жизнью и смертью является вечным примером для нас всех. Памяти шагнувшего в бессмертие. В преддверии 28-летия подвига Суланбека Асканова память легендарного летчика почтили во второй Плиевской школе. Во время восхождения была сложность по ориентации, то есть на местности, потому что был туман. Адреналин, прекрасный пейзаж и соперничество. Более 70 экстремалов покоряют горный массив Киази. Чемпионат России по альпинизму продолжается. Во всех СУЗах республики, где проходит региональный чемпионат WorldSkills, созданы все условия для того, чтобы участники смогли продемонстрировать свои навыки. WorldSkills как новый взгляд на образование и переподготовку. Расскажем о соревнованиях молодых профессионалов. Одна из площадок развернулась в политехническом колледже. Основная задача этого проекта заключается в том, чтобы повысить уровень знаний наших специалистов и улучшить селекцию кадров. Профессиональная переподготовка наставников ингушских боксеров. Опытные и начинающие тренеры со всего региона провели семинар в Назране. На телеканале Ингушетия новости 24. Здравствуйте. Все, кто как-либо связан с вопросом учета, распределения и выделения земельных участков, несут персональную ответственность. Об этом заявил глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов на совещании в Магасе. На встрече обсудили реализацию закона о перераспределении полномочий по распоряжению земельными участками. Согласно вступившему в силу 1 января закону, полномочия по распределению участков перешли от администрации муниципалитетов к Минимуществу региона. Подробности в нашем материале. По словам главы Ингушетии, изменения продиктованы тем, что министерств, ведомств и различных контор, связанных с землепользованием, очень много, из-за чего усложняется процедура установления ответственности при нарушениях и наведения порядка в этом вопросе. Органами прокуратуры республики только в минувшем году выявлены сотни случаев незаконного выделения участков, нарушений при проведении процедуры торгов на право заключения договора аренды. В одном только Алиюрте должностные лица незаконно выделили 231 земельный участок. Такая же ситуация в Насыркорте, Икажево и многих других селах. Каждый метр земля должна быть взята в аренду. У нас 11 участков для реализации нацпроектов. Школы, детские сады, ФАБы, ФОКи. Но до 24-го у нас еще более 70 их. По всем до 24-го года каждый глава не только района, города и населенного пункта, а мы знаем, где у нас будут расположены эти объекты. Докладывать, отчитываться по каждому объекту главе и правительству нашей республики. Это вопрос серьезный. Значит, на контроль возьмите и мне, значит, давайте до 1 апреля тогда докладывайте. Все участки, разграничьте их, я сказал, поставьте щиты для детских садов, для чего они там находятся, и чтобы это было видно. И никто их не трогал. Вы, Икажево, найдите, значит, землю для школы, которой вы говорите нету. Найдите ее. Это же надо, самое большое село, землю мы не можем найти в Икажево. Там школа, которая стоит, там невозможно детям находиться. Они туберкулезом будут болеть, астмой будут болеть. Через год-два в начальной школе, где мы были там, я обращаюсь особенно к главам. Это будет, пока я здесь нахожусь на этой должности. Я каждый раз буду вас спрашивать за это. Руководитель региона подчеркнул, что ситуация дошла до того, что важные объекты, больницы, дома культуры, ФОКи, школы из-за бездумного, неграмотного распределения земель и проектирования приходится строить на отдаленных участках, окраинах населенных пунктов, что неудобно для жителей. Наведите порядок в нормативно-правовых документах. Формирован у вас бюджет? На сегодняшний день у них есть финансы? Расписаны? Вот имейте в виду, через месяц, через 3 месяца сам лично буду приезжать и беру любую строку расходов и буду говорить с народом. Вот здесь написано было, что сделают дорогу. Вот где спрашиваете, не разбазаривайте деньги. За вас работать никто не будет. Я вам даю такую возможность, статус ваш поднять. Я вас не опекаю там. Но спрашивать буду те,
полномочий, которые на вас возложены. В заключение Махмуд Али Калиматов предупредил, что все, кто как-либо связан с вопросом учета, распределения и выделения земельных участков, несут персональную ответственность за самое строгое соблюдение установленных норм законодательства в этой сфере. Беззаконие в этом вопросе будет устранено под его личным контролем. Он совершил подвиг, и о нем помнят. В его честь открыт музей, воздвигнутые памятники, названы улицы. Имя его присвоено аэропорту Магаз и воздушным судам. Со дня гибели и героического подвига Суламбека Асканова исполняется 28 лет. Это произошло 7 февраля 1992 года. Генерал-майор авиации любил небо, родину и людей. Жизни десятков человек он спас ценой собственной. Память легендарного летчика, шагнувшего в бессмертие в преддверии годовщины гибели, почтили во второй Плиевской школе. Репортаж Даны Плиевой. Он мужал и учился, уехал и вот он погоны надел генерала. Первый герой России, летчик-истребитель, генерал-майор авиации, еще в детстве мечтавший покорять небесные просторы. Каждый ингуш с первых слов понимает, о ком идет речь. Во второй школе его родного села в преддверии 28-й годовщины гибели Суламбека Асканова героя вспоминает в стихах и песнях. Наверное, повторяться здесь не надо, что на мужчинах держится наш свет. Жить на земле – великая награда, но быть мужчиной выше звания нет. Его путь был, конечно, сложным, но он смог пройти множество трудностей и достичь такого звания, как генерал. Это сильно. Для этого нужно очень сильно усердно трудиться, и он смог до всего этого достичь. Он герой. Такие памятные встречи в этой школе – дань уважения человеку, ставшему примером мужества и самопожертвования для всего народа. 7 февраля 1992 года при выполнении тренировочного полета в условиях плохой видимости Асканов потерял пространственную ориентировку. Выйдя из облаков, летчик увидел, что его самолет падает на жилые дома. Суламбек Асканов принял решение увести воздушное судно подальше от поселка, но сам катапультироваться не успел. Он по-другому поступить и не мог, делится старший брат Салман Асканов. Каждый год такие встречи вновь и вновь оживляют в нем воспоминания о брате. Кого-нибудь там плохое что-нибудь об человеке скажешь, он этого не любил. Он говорил, все мы Богом созданы. И мы вот были в Липецке, там сейчас уже 28 лет, женщины выходят и плачут. У меня тоже около 80 лет, я не видел такого. Так сильно уважали его. Встречу посетили старейшины, представители правительства, Миннатса, Народного собрания, Плиевской и Назрановской районной администрации, военного комиссариата. Это гордость нашего народа. Это человек, который своей жизнью и смертью является вечным примером для нас всех. Я здесь присутствую и с такой очень ответственной задачей передать слова, которые сказал глава республики. Признательности, благодарности семье Суламбека Асканова за то, что они подарили нам такого выдающегося человека, которым гордится весь народ наш. Он символизирует нравственно-моральный облик нашего народа. И вот я считаю, вот в таких мероприятиях это самое главное. Вы знаете, вот всегда очень грустно присутствовать на таких мероприятиях, ведь он ушел очень молодым. Страна помнит своего героя. Свидетельство тому и памятники, открытые в его честь в разных городах нашей необъятной родины. Его именем названы улицы в Ингушетии и Липецке, школы, музеи, самолеты. В его честь проводят спортивные и культурно-массовые мероприятия. Аэропорт Магаз 2012 года носит имя героя Асканова.
и перед его главным входом установлен памятник. Копия истребителя МиГ-29, на котором летал Суланбек. А ровно 20 лет назад здесь, во Второй Плевской школе, открылся музей славы имени Суланбека Асканова. Здесь хранятся его фотографии, личные вещи. Среди них и макет самолета, и первый генеральский мундир, который он подарил своей матери. Она взамен передала его в дар музею. Открыть музей в родном селе решила Малика Горданова. Документы, фотографии, личные вещи помогли собрать родственники и сослуживцы Асканова. Музей давно стал одной из главных достопримечательностей села. У нас здесь, в музее, в Плиево, его живая память. Он здесь живет, его душа обитает здесь, потому что сюда приходят люди, вспоминают, говорят о нем, сюда приходят его близкие. И здесь вот этим духом самоотверженности и патриотизма проникаются дети, которые сюда приходят. Строится здесь новая школа, эта школа будет трансформирована, она уже морально изношена, здание. Я надеюсь, и мы будем об этом ходатайствовать перед руководством республики, чтобы в новой школе, которая сейчас достраивается, будет прекрасное, хорошее помещение выделено именно под этот музей, и мы пристально и внимательно будем следить и опекать этот музей. Сюда приезжали учащиеся Липецкой школы, чтобы узнать чуть больше о легендарном летчике. История жизни и гибели героя тронула их до слез. Здесь, в этом зале, со слезами на глазах, они говорили о том, что их бы не было на этой земле, если бы свою жизнь ради них не отдал наш земляк. Его подвиг и имя всегда будет на устах его сослуживцев, родственников, жителей Ингушетии и Липецка и страны. И пока жива эта память, жив и сам герой. Дана Плеева, Магомед Белакиев. Новости 24. Предоставление сведений о доходах, расходах, а также обязательства имущественного характера за 2019 год. О новшествах и изменениях в законодательстве говорили в администрации главы региона. В семинар-совещании приняли участие сотрудники кадровых служб органов госвласти и местного самоуправления. Вопрос, связанный с предоставлением таких сведений, и ответственность кадровых служб за правильность их заполнения в установленном порядке, не единственный. На встрече рассмотрели и тему актуализации сведений в анкетах, представляемых при назначении на должности государственной, гражданской и муниципальной службы. Это вопросы, связанные с актуализацией анкет, которые предоставляют государственные, гражданские, муниципальные службы в рамках исполнения плана, национального плана по противодействию коррупции на 2018-2020 годы. Это вопросы, вы знаете, что с 1 января вступило законодательство о электронных трудовых книжках. И там очень тоже много вопросов возникает. И у нас сегодня специалисты будут разъяснять, каким образом осуществляется эта работа, как нужно переходить на эти электронные трудовые книжки. Там тоже очень много вопросов, требующих своего разъяснения. 6 молодым ингушским семьям региональный Минстрой оказал финансовую поддержку в размере свыше 5 миллионов рублей для приобретения жилья. Это стало возможным в рамках госпрограммы обеспечения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан России. Социальные выплаты предоставляются в размере не менее 30% средней стоимости жилья для молодых семей, не имеющих детей. 35% средней стоимости жилья для семей, имеющих одного ребенка или более, а также для неполных молодых семей, состоящих из одного родителя. Социальные выплаты могут быть использованы для оплаты цены договора купли-продажи жилья, на строительство дома и так далее. Такая помощь предоставляется семьям, участникам программы в хронологическом порядке, исходя из времени подачи молодой семьей заявления. Современные проблемы профессионального образования, теория и практика. Тема межрегиональной научно-практической конференции, которая прошла в Магасе. В программу мероприятия вошло пленарное заседание и работа в 2 секциях по экономико-правовым и медико-фармацевтическим дисциплинам. Студенты, преподаватели, научные деятели. На одной площадке встретились участники из 16 СУЗов и вузов. Слово Диане Дударовой.
Вот так торжественно открывается межрегиональная студенческая конференция. Более 5 часов посвятят современным проблемам образования. Затронут как практические, так и теоретические вопросы. Сегодня с докладами будут выступать не только СУЗы нашего региона, но и студенты, преподаватели других северокавказских общеобразовательных учреждений. Пленарное заседание объединило на одной площадке делегации 6 высших и 10 среднепрофессиональных учреждений. Обмен знаниями, опытом, обсудить самые актуальные проблемы и найти их решения. Главная цель встречи, которая для этих участников уже стала доброй традицией. Каждый раз это все проводится на качественно более высоком уровне. Безусловно, прогрессируют и молодые ученые, и студенты, которые выступают на этих конференциях. Уровень их подготовки непрерывно повышается, и все эти конференции вносят огромный вклад в развитие науки и образования Республики Ингушетия и всего Северного Кавказа. После пленарного заседания участники конференции расходятся по секциям. С докладами на площадке экономико-правовых дисциплин выступают не только студенты, но и преподаватели, кандидаты наук. Декан гуманитарного факультета Ставропольского государственного педагогического института Вероника Хубулова в своей презентации рассказывает о влиянии нацпроекта образования на формирование профессионального мастерства. Одни из его главных задач – улучшение инфраструктуры и использование цифровых технологий в процессе образования. Мы говорим об уровне профессионального образования. И очень приятно отметить, что сейчас государство говорит о том, что есть необходимость воспитывать студентов среднепрофессионального образования. Почему, ребят? Потому что нужны рабочие руки. А что такое среднепрофессиональное образование? Это когда вы не только умеете работать пером, но вы умеете работать топором. То есть мы говорим о том, что вы появляетесь как специалисты с точки зрения профессионального образования. Большая часть представителей образовательных учреждений одной из актуальных проблем в образовании считают необходимость внедрения новых методик преподавания. Эту современную проблему профессионального образования в своем докладе рассмотрел Сергей Решетняк. Кандидат социологических наук считает, что использование интерактивных и инновационных форм преподавания обеспечивают оптимизацию и повышают качество обучения. Это не классический подход, когда получил информацию, и ты можешь эту информацию проверить уже непосредственно на зачете, а это ситуация, когда ты получаешь конкретные задания, ты сам выбираешь методы, инструменты, способы решения. Студенты же свои доклады посвятили проблемам экономического развития, трудоустройства и занятости молодежи, контролю кредитных задолженностей, а также проблемам воспитания. Время на одну презентацию 10 минут. Питимат Хайрова на конференции представляет Сунжинский колледж управления и новых технологий. Тема выступления студентки – семейное право, как регулятор улучшения демографической обстановки государства. Сложилось, что архиважными вопросами нашей жизни были темпы экономического роста, уровень инфляции, цены на нефть и газ, курс доллара и противостояние санкциям. Но нашей стране сегодня необходим настоящий бэйби-бум. И поэтому рождаемость, смертность и другие демографические показатели, по моему убеждению, должны стать критериями оценки работы государственной, региональной и местной власти. Параллельно другие студенты выступают в секции медико-фармацевтических дисциплин. Они поднимают вопросы фальсификации лекарственных средств, версии происхождения вирусов, биотехнологии на медико-фармацевтическом рынке и проблемы лекарственного обеспечения. Амина Барахоева, студентка медико-технологического колледжа, в своей работе изучила основные методы лечения посттравматического стрессового синдрома у детей. Свои наблюдения она проводила во время прохождения практик в медучреждениях. Я проводила очень много опытов со своим научным руководителем сама и выявила некоторые проблемы, с которыми нужно бороться при этом синдроме именно у детей. Это переживания, стрессы ребенка именно. Связано это с террористическими актами, с какими-то катастрофами именно природными. Также проблемы в семье. Для делегаций из северокавказских вузов и СУЗов это мероприятие уже стало традицией. Участники считают, что такие площадки являются признаком толерантности, взаимопонимания, дружбы среди народов. Организатором и инициатором конференции уже не первый год становится Сунжинский колледж управления и новых технологий. Мы очень тесно сотрудничаем с РАНХИКСом, с КФУ, ездят дети наши на форуму, то есть идет тесное такое партнерчество. И мастер-классы преподаватели дают, то есть это не первая встреча. Но вот сегодня вот на таком уровне межрегиональная конференция, скажем, впервые. Связь, она очень важна, я считаю, сегодня СУЗов с вузами.
ну, потому что это в любом случае это неразрывно. Организаторы уверены, такой обмен знаниями, несомненно, скажется положительно на обучении студентов. Педагоги делятся проблемой образования, которые ранее несли острый характер на Северном Кавказе. Несколько лет решаются в активном темпе. С каждым годом выделяют все больше целевых мест, что позволяет выпускникам, не выезжая, получать профессиональные знания у себя в регионах. С целью улучшения знаний преподавателей проходят программы повышения квалификации. Сейчас особого внимания требует проблемы доступности образования и оснащения учебных заведений. Диана Дударова, Майербек Миржоев, Новости 24. Профессиональную переподготовку проходят наставники ингушских боксеров. Более 20 опытных и начинающих тренеров со всего региона собрал семинар в Назране. На встрече присутствовал тренер сборной страны по боксу Сергей Анохин. Методы повышения квалификации наставников, тонкости передачи спортсменам правил ведения боя, режим и мотивация боксеров. О чем еще говорили на семинаре, расскажет Микаил Тангиев. Решение вести курсы повышения квалификации для тренеров было принято в начале этого года. Основная задача этого проекта заключается в том, чтобы повысить уровень знаний наших специалистов и улучшить селекцию кадров, то есть найти молодых специалистов и продолжить с ними дальнейшую работу. Развитие бокса никогда не стоит на месте. Новые правила появляются по мере совершенствования этого зрелищного вида спорта. И поэтому необходимо постоянно быть в курсе событий. Особенно важно улучшать методику отработок базовых ударов, считает заслуженный тренер России по боксу Сергей Анохин. Ну, допустим, правой прямой. В атаке, в ответке, навстречу. И вся тренировка на этот правой прямой, на правой прямой. Потом рука, и рука начинает лететь, и они начинают видеть, чувствовать. Следующую тренировку я, допустим, уже по-другому. Спортивные нормативы, новые правила технической безопасности во время тренировок, оказание первой медицинской помощи пострадавшему. Это не все темы, поднимаемые на семинаре. Большинство тренеров убеждены, соблюдение строгого спортивного режима – важнейшее условие плодотворных тренировок. Но что, если есть другой путь? Вы поймите, вот ребенок приходит, и надо, чтобы ему было интересно. Когда он уже знает, запрограммировано, это будет в понедельник, это будет в среду, это будет в пятницу, у него теряется интерес. Когда он приходит, и для него всегда, скажем так, что-то новенькое, что-то неожиданное, ему интересно, он с желанием приходит, и тренировки получаются лучше по КПД. Бокс – это не только поставленный удар и молниеносная реакция. Это прежде всего психология. И от того, в каком эмоциональном состоянии находится спортсмен, может зависеть исход поединка. Об этом и не только знает тренер Магомед Погоров, который уже не в первый раз присутствует на таких лекциях. Честно сказать, очень полезно. Почему? Потому что в любом случае тренер должен обновлять свои знания, углубляться в своих знаниях. А что-то, то, что ты и так знал, вроде бы, да, все равно вот оно такой уже шаблон переходит. Подобные семинары Федерация бокса России проводит по всей стране. Специальные инструкторы прошли предварительный отбор и сейчас делятся опытом с коллегами в регионах. Они рассказывают о современных методах работы, а тренерам-слушателям придется позже сдать экзамены. Они проводят тренировки, ну, в укороченном, конечно, варианте. Они пишут планы, как лучше тренировать, потому что им уже это рассказали. То есть они сдают экзамены, вот получается, я для этого и приехал. То есть я приехал поделиться своим тренерским опытом, рассказать о каких-то современных веяниях, какие-то вопросы мне будут задавать, на них ответить. Тренеры, прошедшие обучение, получат сертификат о повышении квалификации и допуск на секундирование соревнований федеральных округов, первенств и чемпионатов России. Микаил Тангиев, Адам Далаков, Новости 24. Морозный февраль 44-го оставил нестираемый след в истории ингушского народа. В этом месяце мы отметим 76-ю годовщину депортации. Утром 23 февраля 44-го наши предки были лишены самого дорогого – Родины. Многие не выдержали суровых испытаний, а те, кому посчастливилось выжить и вернуться на Родину, рассказывают об этом потомкам. Как налаживали быт, строили семьи и верили в возвращение. Воспоминания свидетелей тех событий спустя 76 лет звучали из уст назрановских школьников. О памятном мероприятии расскажет Диана Дударова.
40-е годы легли тяжким бременем на плечи ингушского народа. Депортация стала одной из величайших трагедий истории ингушей. Но несмотря на постигшие тяготы, наших предков ничто не сломило. Их отвага, сплоченность и вера помогли выстоять и вернуться на родину. Сделали все, чтобы сохранить нашу целостность, язык и традиции. 76 лет минуло с того холодного февраля. Память о тех событиях живет в сердце каждого ингуша. Факты депортации передаются из поколения в поколение, чтобы не забывали ценность пережитого ими ради нас. С такой целью работники мемориального комплекса проводят лекцию для назрановских лицеистов. В официальных правительственных документах причины выселения всех народов в 30-е и 50-е годы объясняются стремлением ослабить этническую напряженность в том или ином регионе страны, стабилизировать политическую обстановку. Теме депортации в образовательных учреждениях ежегодно посвящают памятные мероприятия, круглые столы и конкурсы. Магомед Зауров учится в 10 классе. Много времени посвящает истории. Изучая события февраля 1944 года, сделал для себя вывод. Помня о таких фактах, нужно учиться ценить каждую мирную секунду нашей жизни. Кто бы ни говорил, что история не важна, что она нас ничему не учит, не передает нам никакой опыт, хотя это отчасти и правда, ведь она не дает нам никакого жизненного опыта. Но что самое главное, она учит нас тому, как жить, она дает нам много нравственного опыта, в ней много нравоучения. И именно это в ней самое главное. И этот вопрос депортации, он важен для каждого ингуша. И помни эту историю, мы будем чтить своих предков. Говоря о мероприятиях такого рода, мне хотелось бы поблагодарить их организаторов, потому что это очень важно знать и помнить историю. 180 эшелонов, около 500 тысяч человек в один день остались без родины. Ингушей выселяли не только с исторической родины. Отважно сражавшиеся в Великой Отечественной войне ингушские офицеры и солдаты были демобилизированы. Из рассказов своего отца я помню, что мой прадед воевал, и когда он вернулся на Кавказ, всех уже выселили. И он отправился в Казахстан. Он нашел свою семью. Поначалу им жилось трудно, но потом все наладилось. Очевидцев тех событий с каждым годом остается все меньше. Несмотря на постигшие трудности и удары судьбы, ингуши на чужбине жили дружно, наладили быт, помогали друг другу, учились, работали. А при первой возможности вернулись на родину 13 лет спустя. Работники мемориального комплекса жертвам репрессий запланировали курс таких лекций во всех школах региона в преддверии памятной даты. Длиться эти лекции будут до конца месяца. Мы уже провели в нескольких школах. Также планируется провести и в колледжах, и в других школах. Также в рамках мероприятия проходит показ документального фильма грузинского историка-кавказоведа Марьям Бижаташвили о депортации ингушей. Это рассказы очевидцев, которые были переселены в Горную Ингушетию после выселения ингушей. Память о жертвах депортации увековечена на мемориальном комплексе в Насыркорте. Здесь установлены 9 башен, символизирующие единство, сплоченность спасших народ. Диана Дударова, Майербек Миржоев. Новости 24. 519 миллионов рублей. Как отмечают в Ингушэнерго, этой суммы хватило бы на масштабную реконструкцию сетевой инфраструктуры сельских поселений Сурхахи, Алиюрт и Экажево. Однако из-за неплательщиков она впустую утекла в провода. За 2019 год в Ингушетии выявлено 744 факта безучетного и 35 случаев бездоговорного потребления электроэнергии. По данным ведомства, общий объем обнаруженного неучтенного потребления составляет 83 миллионов киловатт, что сопоставимо с полуторамесячным энергопотреблением всей Ингушетии. Лидеры антирейтинга энергетиков – это город Назрань и Назрановский район. Здесь 226 случаев энерговоровства. Самые резонансные случаи – майнинг хищения на 130 миллионов рублей обнаружен в Плиево. Добиться погашения долгов за свет энергетикам удается только благодаря тесному взаимодействию с правоохранительными органами республики, регулярным рейдовым мероприятиям, профилактической работе с населением. В Джейравском районе в эти февральские дни жарко. Более 70 экстремалов из 20 регионов страны покоряют горный массив Киази. Там проходит чемпионат России по альпинизму в техническом классе. 18 команд, каждая из которых настроена только на победу. Ингушские горы встречают экстремалов уже 3-й год подряд. На этот раз они покоряют 17 маршрутов различной категории сложности. Как справляются альпинисты, узнавал Идрис Ижиев. Вот у нас Максим Геннадьевич работает на 3-й веревке. Тут
нависание такое. Кротик небольшой. Левый угол живой. Максимка работает. Двухдневный подъем на вершину Кязи подарил целую бурю эмоций команде из Бурятии. Сергей Зурбулаев на правах капитана всегда позади товарища, так сказать, на подстраховке. Сергей опытный скалолаз, не раз участвовавший на чемпионатах страны. В этот раз в связке с ним только один напарник. Однако количество участников команды никак не должно повлиять на результат. Первый маршрут бурятской команды не удался по ряду причин. Во время восхождения была сложность по ориентации, то есть на местности, потому что был туман и было очень непонятно, куда продолжать движение, потому что видимость была порядка 20 метров, когда мы, и, видимо, вот поэтому мы залезли не туда, куда нужно было. Мы по маршруту не поднялись, по вот этому первому своему, и сейчас как бы планируем еще один сходить, все-таки залезть на горку-то. У вас есть шансы побороться с остальными? Да, всегда шансы есть. Альпинизм горы — это непредсказуемая штука. То есть как все повернется. А вот команда Михаила Торшина «Воронеж-2» в полном составе. Михаил только недавно вернулся в лагерь после тяжелейшего подъема. Восхождение заняло 2 суток. Покорение Кязи для команды прошло без происшествий. Однако, как признается Михаил, этот путь дался им нелегко. Приехали поздновато, не успели до конца акклиматизироваться. В принципе, физически было тяжело. Но еще немножко подвело то, что после снегопадов солнце мало светило. То есть там, где легкие участки, было все обледенелое, приходилось как бы лезть на ИТО, там, где, в принципе, можно было по свободным лазаниям. Ну и просто было холодно достаточно, поэтому... И у вас запланированы еще другие маршруты? Да, еще полезем по планам. Сейчас пока не знаем, куда и когда, но полезем. Несмотря на большую конкуренцию, на чемпионате царит настоящий товарищеский дух. Каждый переживает за остальных, независимо от того, участник он команды или нет. Альпинисты по очереди смотрят в специальный бинокль за товарищами, корректируя их маршруты по рации. Воронеж-1, информацию базе. База, я Воронеж-1. Работаем в 6-ю веревку. Прием. На часах ровно полдень, время для связи с участниками. С каждой командой коллегия судей связывается по рации, фиксируя результат в журнале. Исходя из этих заметок, подведут итоги восхождения. В свою очередь, скалолазы обязаны выйти на связь в запланированное время и отчитаться о пройденном маршруте. Ставрополь-3, информацию базе. Ставрополь-3, работаем 9-я веревка. Все хорошо. Это уже 3-й день чемпионата России по альпинизму, и каждый участник успел проверить себя на прочность. У команд восхождение проходит с переменчивым успехом. Победить может каждый, однако все же опыт играет немалую роль в достижениях команды. Прекрасно понимали, то есть есть явные, более опытные ребята, мастера спорта, кто уже здесь не первый год участвует, есть ребята, кто участвует 3-й раз уже здесь, на этой стене, то есть специфику этих маршрутов очень хорошо представляют. Поэтому, конечно же, понятно, что они на них будут равняться. Но гора, она всегда расставит все на свои места. Кроме горы еще есть погода, есть еще зима, короткий световой день. То есть здесь много составляющих факторов. И нельзя сказать, что сегодня этот фаворит, завтра может быть другая проблема, что какой-то другой маршрут выстрелит и команда его пробежит в более скоростном темпе. Подводить итоги состязаний пока рано, ведь впереди еще немало соревновательных дней. В этом спорте результат на дистанции намного важнее единичных успехов. Идрис Ижиев, Асхаб Белакиев, Новости 24. Региональный этап всероссийской акции «Здоровый образ жизни. Путь к успеху» стартовал в лицее города Магаз. Чистая экология, занятия спортом и правильный рацион питания. Школьники отметили все важные принципы, которые помогут человеку стать активнее и более здоровым. На первом уроке ребята проявили все свои творческие способности. Акцию провели в форме квеста. Хава Гагиева расскажет. Здоровье, оно зависит от нескольких факторов. Эти факторы можно разделить вот так. 10% это уровень медицинского обслуживания, медицинской помощи, 20% это наследственность человека. Оставшиеся 70% это условия окружающего мира и, конечно же, образ жизни самого человека. Рассказывать о важности экопроблем эти школьники готовы часами, но для них также важно предлагать всевозможные пути решения, а пропаганда здорового питания – один из важнейших моментов темы урока. Всего существует 3 группы. Это зеленые, желтые и красные. В зеленой группе относятся те продукты, которые мы должны кушать регулярно, такие как фрукты, овощи или же сезонные продукты. Или к желтой — это то, что мы не должны регулярно употреблять. Но
их присутствие не повредит нам, такие как шоколад, разные мучные изделия и группы. Красная группа – это та группа, которые продукты мы должны исключить из своего рациона питания, такие как чипсы, газированная вода и разные копчености. Здоровый образ жизни – путь к успеху – всероссийская социальная акция, главная задача которой – формирование потребностей в здоровом активном образе жизни у школьников и их родителей. Конкурс проводится в 2 этапа – региональный и федеральный. Организаторами первого этапа в Ингушетии выступило региональное отделение партии «Единая Россия» и Министерство образования республики. С сегодняшнего дня образовательные учреждения могут уже регистрировать своих лидеров на сайте Do It Together, «Сделаем вместе», как переводится. Эта платформа, она, в принципе, нам всем уже хорошо известна. Уже 4-й год мы работаем на ней. Поэтому, думаю, многим уже известно, как работать на этой платформе. Дать старт акции в лицее решили по-особенному. Вместо привычного урока за партами сегодня тут настоящий квест. Несколько станций, где каждый найдет себе что-то по душе. Первая станция была, это станция, посвященная непосредственно здоровому образу жизни. Ее организовывали клуб «Эколав». Вторая станция – это шахматный клуб. Третья станция была посвящена активным играм и спортивному образу жизни. 4-ю станцию организовывали учащиеся 2-го Б-класса. Они рассказали о здоровом образе жизни, о здоровом правильном питании. На станции здорового питания открытый урок подготовили 2-й Б-класс. Вот только ведут его не преподаватели, а юные диетологи, которые постарались проявить всю свою креативность и индивидуальность. Сахар очень вреден для нашего организма. И вот чай, если там добавляют всякие красители, а мы его покупаем и пьем, и это тоже очень вредный продукт. Последняя станция «Победа» подготовлена учащимися 3-го Д-класса. Здесь ребята рассказывают о Великой Отечественной войне и ее героях. Эти страницы истории не могут остаться незаметными. Выступление произвело на гостей большое впечатление. Дети сами такие креативные, свободные. Есть надежда, что у нас есть подрастающее поколение, и мы можем свое дело, республику поручить в надежные руки. Чтобы принять участие в акции, нужно зарегистрироваться на сайте doittogether.ru, заполнив все необходимые поля и указав точные данные вашего учреждения. Конкурс продлится до 30 июня, а победитель получит путевку в знаменитый детский лагерь «Артек». Хава Гагиева, Адам Далаков, Новости 24. Конкурс, воспитывающий поколение профессионалов. WorldSkills как новый взгляд на образование и переподготовку в России. Региональный этап чемпионата профессионального мастерства «Молодые профессионалы» в самом разгаре. 200 участников, 7 базовых площадок, на которых соревнуются в 8 компетенциях. В 3-й день соревнований одна из площадок чемпионата развернулась в Политехническом колледже. Здесь в компетенции преподавания в младших классах состязались будущие педагоги. Какие задания следовало пройти участникам, расскажет Ирина Тичоева. Во всех СУЗах республики, где проходит региональный чемпионат WorldSkills, созданы все условия для того, чтобы участники смогли продемонстрировать свои навыки. Все площадки оборудованы строго по стандартам конкурса. На подготовку к заданию студентам дается 3 часа, на выполнение 15 минут. Пожалуй, самое интересное из всех заявленных – это вот строить и проектировать таких интересных роботов. Робототехника развивает мышление и интерес школьников к учебе. Поэтому не случайно в одной из компетенций WorldSkills можно встретить именно это задание. Участники, а это будущие педагоги, должны собрать и спроектировать роботов на определенную тематику. Времени мало, поэтому Тамила Албагачиева приступает сразу к сборке своей конструкции. Готовилась она долго и в своих силах уверена. Я хочу собрать конструктора робота «Растения и опыление» у нас называется. Так, вот мы собираем детальки. Это очень помогает для развития моторики рук детей. Вот. Итак, мы сами учимся тут это все делать. У нас проходит такое занятие, как робототехника, и на этом занятии нас учат, как собирать такие лего-конструкторы. Вот. Это на первый взгляд кажется очень сложным, но это очень интересно и очень познавательно. Сколько минут у тебя здесь собрать? Вот у меня есть на целую демонстрацию урока 15 минут, где-то 5 минут, чтобы продемонстрировать. Пока одни участники приступают к основной части заданий робототехники, другие работают над неурочной тематикой. Участницы должны изобразить с помощью определенных аппликаций на ватмане свое видение мира животных или растений. Таким образом, они будут учить детей познавать
узнавать окружающий мир. Элина Евлоева уже выполнила свое задание. Сама тема в мире животных подходит растения и опылители. Мы будем в этом конкурсе рассказывать про пчелу и будем собирать робота-пчелу. Здесь у меня опылители, не только пчела, я хочу так познакомить их и с другими опылителями. Им интересно детям? Да, им очень нравится. Наглядность, самое интересное, что детям нравится, это рисунки, картинки, то, что их заинтересовывает больше всех. Наблюдают за конкурсом эксперты, которых обучали тьюторы. Это преподаватели чемпионата. Показывали им мастер-классы, региональные эксперты изучили специализацию и теперь имеют право без надзора дирекции чемпионата проводить соревнования. Как отмечают организаторы, в этом году задание намного сложнее, больше графической и компьютерной работы. Оценивают участников тоже по определенным критериям. Мы даже не можем предположить, кто из девочек, допустим, займет первое или второе место, потому что после того, как мы в систему вводим оценки, вводится средний балл, отбрасываются там самые большие, меньшие значения, и на самом деле очень справедливо проходит эта оценка. Рассматривается каждый аспект, вплоть до того, что убрал ли участник рабочее место перед тем, как начать выдавать фрагмент урока, убрал ли он после себя, слушал ли его класс, было ли сконцентрировано внимание участников, этих детей, которых мы забираем со школы, на этом преподавателе. Каждый нюанс, который должен присутствовать в работе учителя начальных классов, оценивается в рамках этих соревнований. У нас 5 экспертов, 5 участников, главный эксперт, технический эксперт. То есть все то, что нужно для проведения данного конкурса, и все работники, они у нас все на месте. Утром в 9 часов начинаем, и до 5 часов вечера проходят эти конкурсные мероприятия. Все задания для студентов не новые. Они входят в образовательную программу СУЗа. Участникам предстоит выполнить 8 заданий. На это выделено 4 конкурсных дня. Сегодня 2-й. Имена победителей в этой компетенции будут известны уже в субботу. Лина Цычуева, Магомед Дидигов. Новости 24. Наш выпуск на этом завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.